хотел бы заверить население города, что водоканал готов 100% к встрече периода паводка. Водочистной станции провели все регламентные работы на 100%. Это в станции первого подъема 6 единиц, в электролизной, где готовятся реагенты 5 единиц, это первичное, вторичное дозирование. В реагентном хозяйстве тоже, где реагенты у нас готовятся 16 единиц. В самой станции водоочистки 14 единиц оборудования. Ну и сами фильтры полностью у нас тоже очищены и готовы к встрече паводка. Ну и в станции второго подъема тоже все 6 насосов, они отремонтированы, вернее, техобслужены. Значит, всего по водочистной станции обслужены все 47 основных элементов основного оборудования. Более того, хотел бы сказать, что мы уже начали подготовку к отопительному сезону, как только температура повысилась. Мы уже практически вторую неделю занимаемся промывкой сетей канализования. Но это все делается для того, чтобы успеть до осени все сети промыть. Значит, для бесперебойного снабжения процесса водоочистки заблаговременно приобретены все реагенты. Как вы знаете, мы обслуживаем еще Верхневилюйск. Значит, по Верхневилюйску тоже все регламентные работы сделаны. На сегодня группа наших работников уехала на командировку специалистов, и они встретят паводок в Верхневилюйске, заполнят емкости чистой водой очищенной, и час там останется, час вернутся сюда. Значит, в этом году, буквально совсем недавно, мы приняли водочистную станцию в городе Покровск. Значит, первый запуск будет в этом году. Значит, и мы сразу же как раз и встретим тоже паводок в Покровске. Но мы надеемся, что город Покровск в этом году также не почувствует паводок, но все-таки всякие разные нюансы могут быть. Анатолий Андреевич, в январе вы говорили о том, что в Верхневилюйске, по-моему, зашли по водочистным, Вилюйск, Нюрба, там какие-то проблемы были с местными властями. Сейчас как-то ситуация разрешилась, пойду? По Вилюйску, по Нюрбе пока никаких телодвижений нет. Мы как бы на том не стоим. Значит, но в этом году мы очень активно уже начали работу, развернули работу в Сунтарах. И надеемся, что к концу года, этого года, водочистная станция Сунтар будет построена. На соседей Нюрба в чем проблема? Это должно быть решение местного органа власти. Нет решения местного органа власти. Мы эти предложения уже дали в 2018 году, когда вышел указ номер 2 главы об экологической ситуации в Вилюйской группе. Там 15 населенных пунктов указано было, в том числе Нюрба и Вилюйск. В этом году мы должны построить водоочистные сооружения в Сунтар, врезаться в имеющиеся сети, да. Значит, в этом году мы должны запустить по чистой воде сети водоснабжения села Верхневилюйск, в селе Верхний Бестях, Махсараллах. Приступили к проектированию системы водоснабжения села Намся и планируем приступить к селу Нижний Бестях. Это собственные средства? Нет, это все источники. Все источники. Насколько? Это федеральный, это республиканский, это местный бюджет и водоканал. Сроки до 2024 года. Сейчас уже готовим проекты уже до 2026 года.
в июле будет приниматься генеральный план города Якутска, точнее, ну, с развитием, да? План, конечно, развития города, он в том числе и план развития водоканала синхронизированы они на сегодня полностью. И на нашей сети, ну, уже по техпресс уже заявились этот квартал Звездный, ну и там уже по пути дома, которые строятся по, ну, в Залаге и так далее, вот они уже ждут, когда мы запустим наш третий коллектор. Кирзавод и так далее. Другие районы города тоже там что-то там по плану идет, да? Значит, ну, по Кирзаводу мы собираемся приступить к проектированию по водоснабжению. Да, ну, это Марха. Да. Марха, Белое озеро. На сегодня пока распоряжение правительства не вышло, поручение главы есть. Ну, надеемся, что скоро выйдет, и мы ждем вот этого распоряжения, чтобы начать действовать. Это касается и школы Сатала, да, и там еще чего? До района Сатала мы только приблизимся, это уже потом следующее. А там, говорят, Жатаю же вы хотите зайти. Ну, для этого мы должны обновить линию Жатайскую линию. Как там дела в Жатае? Жатай хорошо. А еще на каких улицах планируются глобальные такие работы? Глобальные работы, значит, мы хотим переложить трубу, скажем, она у нас одна, вот, это сброс со всего города, вот, от Карлица до станции биологической очистки стоков. Эта труба уже давно устарела, но там будет в основном идти по горканалу, вдоль горканала, да? Единственное препятствие в том, что есть там очень много самостроев, самозахватов, самостроев. Но я об этом доложил главе города, и он обещал, что совместно с нами поработает. И такой вопрос, да, вот сейчас вот есть, как сказать, таяние усиленное же талход, я имею в виду снега, да, и здесь вопрос фекалов, да. Вот сейчас куда эту воду? К вам вывозят или же сливают в лотки? Значит, куда сливают, я не знаю, это уже вопрос к городу, к нам не сливают. К вам не сливают? К нам не сливают. Если есть, есть бывают частные случаи, когда вот просят, вот надо, да, тогда мы следим за температурой сточных вод, и если она у нас нормальная, то иногда разрешаем. То есть при какой температуре можно разрешить слив тогда? Когда выше 16 градусов. В прошлой конференции говорили о том, что будут строиться, да, специально в районах столицы республики для вывоза фекальных. Специально какую-то программу с главой. Мини-сливные станции. Сейчас как просто? Значит, в этом отношении работа продолжается. Значит, 2 земельных участка город нам выделил. Значит, сегодня мы работаем по получению техприсоединения к электроэнергии. Вот, значит, конкурс сам по себе по проектированию и по изготовлению мини-сливных станций, это сборная, да? Но проведено, предоплата получена. Наши специалисты ездили в это предприятие, смотрели их мощности, возможности, и остались довольны. Значит, планируется, что к концу августа вот эти 2 комплекса прибудут у нас, и в течение сентября мы установим. То есть нам надо сегодня оформить в законном порядке вот эти земли, сделать нуль, да, фундамент, получить техприсоединение, привести, поставить, подключить и уже начать работать. Это Марха и ДСК. Дмитрий Ильич, за последние 2 месяца динамика платежей населения как-то изменилась?
Динамика платежей населения не изменилась, в принципе осталась на том же уровне. Значит, ну, может быть, это из-за того, что мы усилили работу, дебиторскую работу усилили, оповещение населения улучшили, значит, разнос квитанций улучшили, увеличили. Дебиторка не ухудшилась. А сколько в процентах платят? Мы за первый квартал собрали 100%. 100%. Общеизвестно, что вода – главный источник жизни. Наша задача – подать в город чистую воду. И над этим трудятся сотни работников водоканала. Очистка воды в зимнее время – это достаточно рядовая задача для работников нашего комплекса. Другое дело – паводок. В это время года, да и все лето, вода в реке выглядит вот таким образом. Ну а в результате работы наших специалистов, технологов, после полной очистки в город подается вот такая вот вода. Наши технологи, специалисты ежечасно отбирают воду в реке для того, чтобы определить количество необходимого реагента для очистки речной воды. Ну а также набирают пробы, уже подаваемые в город воды, чтобы удостовериться в качестве воды. Все это для того, чтобы в дома горожан поступала качественная вода в любое время года.